Общероссийский народный фронт Коми проинспектировал строительство 5 ФАПов в Карткировском районе, возводимых в рамках национального проекта здравоохранения. Работа под пристальным контролем всех уровней власти, правительства Коми, а также правоохранительных органов. Из 19 ФАПов, которые планируется возвести по всей республике, 10 уже достроено, остальные в разной степени готовности. Ольга Коняева продолжит. В селе Нёбдино Карткировского района живут 635 человек. Долгое время медицинскую помощь получали в ветхом ФАПе. Жители постоянно жаловались главе села на условия. То холодно, то дверь не закрывается, то вообще не попасть в ФАП. Подъездных путей не было, вокруг грязь и темень. Прежнее здание ФАПа, оно было еще не старым. Оно 89-го года постройки. Но оно было построено, скажем так, хозспособом, на скорую руку, без фундамента. Значит, потолок проваливался, хотя и отопление было, там центральное, батарейки горячие, но зимой температура в помещениях была 10-12 градусов. Мерзли, значит, у нас и медицинские работники, и люди, и постоянно поднимали вопрос, когда же, значит, мы, значит, попадем в программу и появится новый ФАП в селе Нёбдино. Раньше не было и постоянного фельдшера, только приезжие, которых нечем было привлечь. Юлия Савина, местная жительница, когда узнала, что построят новый ФАП, решила отучиться на медика. Вернулась в родное село. Поработать, правда, пришлось и в старом здании, зато теперь условия комфортные. От 10 до 15 человек в день. Приходят, уходят. Некоторые даже вот уже собираешься, уже домой собираешь, звонят, мы говорим, быстро, говорит, нужно там посмотреть, там еще что-то. А так в основном я приемы веду до обеда. После обеда я хожу по домам, с детьми, там, пожилым. Если вызова есть, то на вызова бегаю. Новый ФАП возвели по программе федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В апреле этого года учреждение открыло двери для пациентов. Теперь тепло, светло и чисто. 170 квадратных метров, 16 помещений. Хватает и для приезжающих врачей. Для осмотра малышей отдельный кабинет. Скоростной интернет, водоснабжение, отведение. Все работает автономно. Уличное освещение самое яркое в селе. Район вокруг ФАПа облагородили. Большое спасибо за этот замечательный подарок администрации, значит, Карткировского района, главе республики Коми, что вот нас услышали и сделали вот такое замечательное медицинское, значит, у нас медицинский ФАП, да, значит, с такими светлыми помещениями. Большое спасибо. Вторая точка – село Вашкурье. ФАП уже работает. Сейчас к пациентам приезжают фельдшеры из села Нёбдино и Приозерного. Они ведут прием по вторникам и четвергам каждую неделю. В сентябре в Вашкурью планирует прийти молодой специалист. Помимо этого в Карткировском районе возводят еще 3 фельдшерско-акушерских пункта. В поселке Визябаш в стадии завершения. Пациентов пока принимают в старой постройке. Здесь получают медпомощь около 700 жителей. Благо медики в последние годы охотно работают в Визябаже. Помощь квалифицированная, отношение к пациентам хорошее, радуются сельчане. У меня вот гипертония, я прихожу с давлением, обращаюсь. Как что, и остеохондроз, и все, оказывают помощь. На укольчики ходим. Анастасия Воронюк окончила год назад Сыктывкарский медколледж. Здесь все устраивает. Живет в городе, на работу ездит за 40 километров. Я пришла сюда на госпрактику. Мне тут очень понравилось. Хорошие жители, интересная работа. Потому что в городе такой работы я, конечно, не найду. Поэтому я решила остаться здесь. Жители Визябажа с нетерпением ждут открытия нового ФАПа. И вроде бы готовность уже 90%. Внутренняя отделка практически завершена. Есть недочеты, которые сейчас устраняет подрядчик. Правда, не торопится. В день приезда ОНФ на объекте тишина. Входная дверь уже не в лучшем виде. Такое, видимо, качество. Строительные материалы в свободном доступе. Так и проверяются застройщики. Мы на регулярной основе с 2019 года осуществляем общественный контроль всех 19 объектов. У нас, значит, получаем фотографии актуальные, информацию о ситуации на местах. И буквально вот только второй год сдвигается с места ситуация со строительством. А первые 2 года, это 19-20, практически ничего не происходило. В рамках национального проекта здравоохранения в 2019 году в Коми было запланировано строительство сначала 6 ФАПов. Но при условии федерального софинансирования их количество увеличили до 19. В Сосногорске, Усинске, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Ижемском и Карткировском районах. Из них 8 без жилого помещения для фельдшера.
Но спустя год проектная документация не была готова. Муниципальные власти при выборе места не учли необходимость инженерных коммуникаций, размер участков по санитарным нормам, подъездные пути и даже мнение жителей по расположению ФАПов. Каждый этот нюанс оттягивал начало строительных работ. С приходом нового правительства в Коми дело двинулось с мертвой точки. Конечно, они востребованы, потому что заявлялись именно те ФАПы, где бывшие здания уже пришли в негодность, чтобы поменять и оказывать более качественную, доступную помощь населению. Строительство всех 19 ФАПов началось в 2021-м. Сейчас сдано 10, остальные в разной степени готовности. Пристальный контроль всех уровней власти в итоге обернулся для нерадивых подрядчиков уголовным делом. Несмотря на то, что все деньги заведены на строительство, доведены до организаций, подрядные компании, организации не все оказались добросовестными. И на 3 компании по 3 случаям было заведено уголовное дело за хищение вот этих авансовых платежей. Соответственно, на этих объектах, они находятся на северах у нас, произошла смена подрядных организаций для того, чтобы в какие-то уже разумные сроки завершить строительство объектов и передать в Минздраву для того, чтобы начать оказывать медицинские услуги населению. В числе основных причин задержки строительства – некачественная работа подрядчиков при производстве проектно-изыскательских работ и их слабая ресурсная база. Повлияло и резкое подорожание стройматериалов и удаленность большинства объектов, трудная и дорогая логистика, чего тоже не учли подрядчики. Теперь достраивать фельдшерско-акушерские пункты будут другие строительные компании, уже показавшие себя в регионе с положительной стороны. Ольга Коняева, Антон Булаев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.